Всем здравствуйте! Начинаем занятие «Мобильная грамотность». Сегодня мы создадим почтовый ящик. Что такое почтовый ящик? Это адрес с привязкой к определенному домену и имени пользователя в интернете, предоставляющий владельцу возможность обмена электронными письмами. Зачем он нам нужен, если у нас есть множество других приложений для обмена сообщениями? Скажу так, она нужна для регистрации на сайтах, часто для получения доступа ко всем возможностям, это, например, комментирование на форумах или же для покупок в интернет-магазинах и так далее. Всегда требуется регистрация, то есть вы оставляете свой электронный ящик, придумываете логин и пароль для этого сайта и соглашаетесь с условиями, после чего вам на почту приходит письмо подтверждения, в котором нужно пройти по ссылке, чтобы активировать свою учетную запись. То есть подтвердить, что это именно вы регистрировались там. Без ввода электронной почты невозможна регистрация на сайтах, поэтому нам обязательно нужно иметь электронную почту. Для начала мы можем установить приложение «Почта», или же в любом интернет-браузере в строке запроса написать слово mail.ru. Давайте я напишу в браузере. Открываю свой браузер и в строке запроса пишу слово mail.ru на русском языке. Открывает. И здесь открываем первую ссылку mail.ru. На открывшейся странице нажимаем на кнопку «Регистрация». После этого вы сразу попадаете на регистрацию аккаунта. На первой строке введите полное имя и фамилию на русском языке. Далее укажите дату рождения. Выберите день, месяц и год в выпадающих списках. Например, так. Далее идет пол. Для имени аккаунта должны придумать уникальное имя ящика в английском языке. В первой части до знака А, то есть собачки, отображается имя, которое придумали себе. А вторая часть после знака собачка – это адрес сайта, на котором зарегистрирована почта. Также есть выпадающий список, там вы можете выбрать один из предложенных имен. Давайте я выберу так. Например, вот этот. Далее идет пароль. Придумайте безопасный и надежный пароль. Как я советую, лучше напишите логин и пароль в своем блокноте, чтобы потом не забыть. Я использую надежный пароль. Здесь тоже второй раз напишите свой этот же пароль. Далее идет номер телефона. Готово. Для ввода номера телефона это поможет вам не только восстановить пароль, если вы его потеряете, но и повысить безопасность ящика. В течение минуты на номер придет сообщение с кодом подтверждения. Введите код, полученный по СМС, и нажмите «Создать». Все, ваш почтовый ящик успешно будет зарегистрирован. Смело уже можете пользоваться. Спасибо за внимание. До следующего занятия.